Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главном. Вниманию хозяев собак! С 1 января в республике действуют новые правила содержания и выгула животных. Чужих детей не бывает. В Центре соцзащиты идет очередной набор в школу приемных родителей. И социальное обслуживание. Сосногорцам доступен бесплатный прокат технических средств реабилитации. В Сосногорске продолжается муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2024». Напомним, в этом году в нем принимают участие педагоги из Сосногорска и Нижнего Одессы. Ранее участники уже прошли первый этап конкурса «Методическая мастерская». Какие испытания ждали учителей на втором этапе, расскажет Мария Лидовских. Конкурс профессионального мастерства состоит из 4 этапов. Все они должны быть между собой взаимосвязаны. Заявленные на методической мастерской технологии и приемы должны быть продемонстрированы на втором этапе – открытом уроке. What is the weather like today? Is it cold today or warm? It is cold today. Okay. Первая наглядно продемонстрировала свои педагогические таланты Мария Терентьева. Она преподает английский язык в 4-й школе. Говорит, что в конкурсе решила принять участие ради опыта, чтобы в дальнейшем применять полученные навыки в работе. Gloves. A coat. A blouse. Главное в работе Марии – индивидуальный подход к детям. Подходы разные бывают. Какие дети, смотря какие дети. Если младшее звено, то, естественно, мы много играем, много общаемся. В жюри Андрей Вотчель, призер конкурса «Учитель года» в Нижегородской области в 2019 году. Он не понаслышке знает о волнении, которое испытывают участники. Оценивают конкурсантов сразу по нескольким направлениям. Умение правильно выстроить урок, умение взаимодействовать с детьми, методическая грамотность, знание основных этапов урока, их организация. Вот это те ключевые моменты, которые мы смотрим. Понятно, что каждый учитель – это творец, каждый учитель – это артист, он видит свой урок по-своему, но есть определенные методические основы, есть база, которых учитель должен придерживаться. Следующий конкурсный этап состоится уже в четверг, а торжественное закрытие и объявление победителей на будущей неделе. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. С 1 января в Коми вступило в силу постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Речь идет о собаках. Теперь питомцев необходимо маркировать и регистрировать в государственном ветцентре. Как это происходит на практике, узнаем из следующего сюжета. Новые правила для владельцев животных призваны повысить уровень ответственности. Если вы только что стали хозяином собаки, у вас есть 10 дней, чтобы зарегистрировать ее. Процедура простая, быстрая и бесплатная. Собаки с 3-месячного возраста подлежат учету в Государственном ветеринарном центре Республики Коми. Такой у нас находится ближайший в городе Ухте. Срок регистрации собак, приобретенных до вступления в силу настоящего постановления, немножко увеличен до года. То есть собаки, которые уже были в собственности у людей, им дается на это больше времени, то есть год. Ветеринар внесет данные собаки в национальную базу мелких домашних животных. При продаже, потере или смерти питомца владелец обязан сообщить об этом по месту регистрации. Важный момент: чтобы зарегистрировать собаку, необходимо сначала промаркировать ее. Сделать это можно путем чипирования, нанесения татуировки или закрепления визуальных средств маркирования на ошейниках. Изменились и правила выгула. Самовыгул собак запрещен. Она должна быть на коротком поводке и с намордником. Это если они находятся где-то вблизи массового скопления людей, на детских площадках, ну и на общественных территориях. Такие требования в том числе помогут сократить численность бездомных собак. В Сосногорске их на сегодняшний день порядка 200. С прошлого года в городе работает приют, в котором сейчас содержится более 70 животных. Щенки появляются. Значит, не все собаки стерилизованы, не все собаки кастрированы. Вот. Но те, которые попадают в приют, попадают
Там проводятся все эти работы, да, по стерилизации, и они выпускаются уже стерилизованные. Поэтому работы ЖКХ и работники приюта работают по жалобам, по заявлениям, отлавливают собак. То есть, работа идет. Меры наказания для нарушителей постановления будут приняты в республике в ближайшее время. Напомним, зарегистрировать собаку можно в Ухтинском отделе Управления ветеринарии Республики Коми. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском центре социальной защиты населения идет очередной набор в школу приемных родителей. Курсы обязательны для тех, кто хочет стать усыновителем и принять в свою семью еще одного человека. Подробности далее. Школа приемных родителей в отделении социальной помощи семье и детям проводится раз в 3 месяца. Здесь можно пройти психологическую, педагогическую и правовую подготовку к усыновлению. Занятия бесплатные, программа рассчитана на 2 недели. У нас проходит обучение в форме тренингов, лекций. Также мы на тренингах разыгрываем различные ситуации, ролевые игры. Ну и, конечно, участвуем в дискуссиях. Занятия проходят каждый день, получается, с понедельника по четверг вечернее время, ну а пятница – это уже дневное время. По окончанию курсов выдается свидетельство, действительное по всей России. Пройти такую школу – обязательное условие для желающих принять в семью ребенка. Кроме того, сотрудники отдела по опеке проведут проверку, чтобы убедиться, что человек годится в усыновителя. Предусмотрен законодательством акт обследования кандидата в как раз-таки опекуны, попечители, усыновители. То есть выезжаем на место уже специалиста органов опеки. Работа обязательно, он должен иметь свой доход, это естественно. Потом свое жилое помещение, допустим, даже на правах аренды, но у него должно быть в этом помещении условия для ребенка. После усыновления приемные родители получают в отделе по опеке и попечительству направление в службу сопровождения замещающих семей Центра соцзащиты, где проводится индивидуальная работа с каждым. Психолог подскажет, как наладить контакт с ребенком и легче пройти период адаптации в семье. Адаптация, конечно, была у ребенка, потому что ребенок в то время проживал одна в семье, она была единственным ребенком, а тут она пришла в семью, где еще 2 детей, где есть мама и папа, то есть я и мой супруг. Потом адаптация прошла, уже более-менее ребенок сейчас раскрылся, уже более общительный стал. Бояться, конечно, не стоит, но нужно очень хорошо всем подумать, потому что ребенок – это не игрушка. Потому что, взяв ребенка к себе в семью, это большая ответственность. Стоит отметить, что в школе приемных родителей ждут и тех, кто уже стал усыновителем, и кровных родителей, которые хотят улучшить свои способности в воспитании детей. Очередные курсы стартуют 25 марта. Задать вопросы и записаться на занятия можно по телефону 5 72 82. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе активно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализуется она в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В России сервис запустили в пилотном режиме с 2018 года. Мария Лидовских продолжит. Сосногорский центр социальной защиты населения был включен в реализацию пилотного проекта по созданию долговременного ухода в декабре 2023 года. В этом же месяце было трудоустроено 37 помощников по уходу, 39 прошли обучение. Стационарно-замещающая технология, то есть система долговременного ухода, предусматривает предоставление непосредственно уходовых услуг в рамках социального обслуживания на дому и в полустационарной форме в группах дневного пребывания. Также это услуги социальных сервисов. Это школа ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов и пункты проката технических средств реабилитации и ухода. В рамках реализации проекта приобретено 205 единиц технических средств реабилитации, опорные трости, ходунки, костыли, инвалидная коляска с электроприводом, санитарное кресло и даже медицинская функциональная электрическая кровать. Все это значительно помогает облегчить жизнь людям, нуждающимся в уходе. Кровать можно опустить пультом и поднять горизонтально до максимально высокой позиции и до максимально низкой. Вот, видите, поднимаются ноги.
также они опускаются. Бесплатно средства технической реабилитации могут получить граждане, признанные нуждающимися в уходе. Для иных категорий услуги предоставляются согласно утвержденным тарифам. Средства были недавно приобретены, но люди уже начали пользоваться. Пользование взяли две кровати в Сосногорске. И на Нижний Одес отправим в феврале месяце 2 кровати. Кресло уже ушло у нас одно с электроприводом в рамках долговременного ухода на Нижний Одес. Получить подробную консультацию по предоставлению технических средств реабилитации в прокат можно по телефону 5 72 80, а также в группе социальной сети ВКонтакте и на сайте учреждения. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск вновь присоединится к открытой массовой гонке «Лыжня России». В прошлом году участие в забеге приняли более 800 жителей района разных возрастов. Это представители предприятий, организаций и учреждений, спортсмены и просто любители активного отдыха. Участников ждет развлекательная программа со спортивными играми, катаниями, полевой кухней. В финале состоится награждение и розыгрыш призов. «Лыжня России» пройдет в субботу 10 февраля на стадионе Черемушки. Более подробная информация в группе отдела физкультуры и спорта ВКонтакте. В завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни температура будет от -4 до -14 градусов в дневное время и до -16 ночью. Возможен небольшой снег, переменная облачность. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до встречи! Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Где узнать все о выборах? Накалилась обстановка. Деду не найти листовку. Принесли ее вчера. Отвечайте, детвора. Это дело ваших рук. Открываем ноутбук. Расскажу вам по секрету. На просторах интернета есть о выборах ресурсы. Сайт открыл и сразу в курсе. Данные о кандидатах, выборов, места и даты, результат голосований избирательных кампаний. Ух, как все технологично! Убедиться можно лично, в интернете посмотрев на портале ЦИК.РФ. Выбирать в стране свободно. Важно, честно и удобно. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.